Лингва куманика. Кумыкско-татарский язык – главный язык Кавказа. Байрамығыз құтлы болсын. Түзлікте ва бірлікте яшаманға Аллах насып берсін. Почти казанский татарский язык. Совершенно похож. Далее цитаты. Ион де Галонефонтибус, 1404 год. В этой стране, Золотой Орде, в Северном Кавказе, много христиан, а именно греки, разные армяне, зики, готы, таты, русские, черкесы, яссы, лею, ланы, авары, и почти все они говорят на татарском языке. Далее. Адубинский, польский тюрколог, 20 век. На хазарских землях в эпоху Золотой Орды общеупотребительным тюркским языком был так называемый лингва куманика, базисными наречиями которого по многим признакам следует считать кумыкский и караимский диалекты. Дашкевич. Вопросы языкознания, 1985 год, номер 5. Вторая половина XIII-XIV веков – это период господства тюркского языка также в Иране. Тюркский играл роль лингва куманика на всем Северном Кавказе, на Среднеазиатском пути. Александр Бестужев-Марлинский, 1831 год. Татарский язык, с которым, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию. Царь Николай I из указа 1840 года. Обратить особое внимание на преподавание в Кавказской гимназии Ставрополь татарского языка, собственно кумыкского наречия, считающегося образцовым, требуя непременного изучения онного от всех учеников. Михаил Юрьевич Лермонтов, 1840 год. Начал учиться по-татарски. Язык, который здесь, на Кавказе, и вообще в Азии необходим как французский язык в Европе. Боденштейн. Немецкий в Кавказовед. 1840 год. Тот же, что и Лермонтов отмечал. Тот же год. Татарский язык является самым важным языком в сношениях с многочисленными народами Кавказа. С ним можно было быть понятым везде, где русский язык был недостаточен. Аббас Кули Ага Багиханов. Гюлистан и Иран. 1843 год. Написано это произведение. Гулистан и Иран. Язык тюркский-кумыкского наречия, употребляемый на равнинах нижней части Кайтага, шамхатском владении, Кумыкии и прочих, его понимают также многие из горских народов. Еще одна цитата Аббас Кули Ага Балиханова. Жители Балкара и окрестных с ним Чегема, Бахсана, Бизинги и другие говорят на языке тюрки-кумыкского наречия, что доказывает родство этих народов. Граф Воронцов, наместник царя на Кавказе, из его отчета царю от 1 января 1846 года. Я всегда думал, а здесь на Кавказе еще более убедился в нужде изучения туземных языков и особенно татарского. На это я обращал самое бдительное внимание. Тимофей Макаров, тюрколог, тот же 1848 год. Нет, там был 46-й, 2 года спустя.
Из племен, говорящих татарским языком, мне более всех понравились кумыки, как по определенности и точности, так и по близости к европейской цивилизации. Но главное, я имел в виду то, что они живут на левом фланге Кавказской линии, где кроме своего языка все племена говорят и по-кумыкски. А теперь послушаем Льва Толстого. 1851 год. Вот что он говорил. Начал учиться по-кумыцки. Кумыцкий язык – тюркское наречие, на котором говорят татары-кумыки. Через год после Льва Толстого Иосиф Адамов, был такой тюрколог, заявлял: кумыкский язык, принадлежащий к одной из ветвей тюркского языка, приобрел решительное первенство между языками прочих племен северокавказских. Изучение его может способствовать передаче соседним жителям европейских понятий и служит таким образом проводником европейской мысли в недра Кавказа. Конец цитаты. Пошли дальше. Михал Бутов-Анджейкович, польский писатель-историк, 1877 год. Язык кумыкский тюркского наречия с небольшими различиями используется во всем Кавказском крае. Зная этот язык, можно путешествовать аж до Индии, и везде можно на нем говорить, точно так же, как на французском в Европе. Да, в XIX веке главным языком не английский был в Европе, а французский. Пошли дальше. Вамбери, венгерский тюрколог. Спустя 8 лет после Анджейковича. Это 1885 год. Внимание, цитата. Еще в начале века тюрки понимали друг друга лучше, и можно было совершить путь от Будапешта до Пекина, общаясь только на тюркском языке. Еще одна цитата. Кумыки, являющиеся культурным народом Кавказа, оказали сильное влияние на соседние народы гор. У них многие переняли их язык и обычаи. Далее. Ган, русский кавказовед, 1898 год. Почти во всем Дагестане тюрко-татарский язык считается, так сказать, интернациональным. Липкин, поэт-переводчик, уже ближе к нашему времени, 1992 год. Кумыки – тюркоязычный народ Дагестана, связанный со всемирным тюркским населением. Границы этого населения от Якутии до Бельгии и Америки. Кумыки могут говорить без переводчика с турками, узбеками, казахами, киргизами. И от себя добавим, особенно с казанскими татарами, язык очень похож. Не зря Мурат Аджи говорил, что казанские татары и кумыки были некогда одним народом. Цитаты собраны интернет-ресурсом Кумыкия.ру.